Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня наша передача «Цветы в гостиной» выходит в совершенно ином формате. Мы в гостях у четы Тарасовых. 35 лет совместной жизни. Валерий Васильевич и Елена Михайловна прошли эту жизнь достойно, любя и уважая друг друга. И вот недавно, 5 августа, они обвенчались. Мы приехали к ним в гости, чтобы поговорить, познакомиться с их родственниками и вообще узнать о них побольше. И рассказать о том, как нужно жить, любить и уважать семейные узы. И сегодня здесь, за столом, Валерий Васильевич и Елена Михайловна любезно пригласили всех своих близких и родных. И вот такое блюдо бишбармак Елена Михайловна приготовила для своих гостей. Поэтому наша беседа продолжится за таким шикарным столом. Ну, господа хорошие, сегодня у нас, кроме того, что маленький юбилей, 35 лет вы пришли, спасибо вам, да? Но еще вот сюрприз от Елены Михайловны. Это национальное блюдо казахского народа. Называется бишбармак. Биш – это 5, бармак – пальцы. 5 пальцами кушают его вообще. Ну, современные казахи уже так не кушают. Бишбармак нужно обязательно порезать и потом угостить гостей. Резать буду я уже. Семья Тарасовых, Валерий Васильевич и Елена Михайловна – удивительные люди, всецело посвятившие себя искусству. Глава семьи родился и вырос в деревне Напольные Котяки Канашского района, а его очаровательная супруга в деревне Нижний Кибекси Цивильского района. Елена Михайловна, пока Валерий Васильевич пошел благородно мыть руки после разделки мяса, давайте немножко по девичьи поговорим. Скажите, когда вот его первый раз вы увидели, вообще что вы? Вспыхнуло внутри, не знаю. Я была первый раз. Первый раз я его видела до этого еще где-то в течение полугода. У меня вот, как раз соседка. Это мы вместе в школе учились, потом работали в театре. Она постоянно мне про него рассказывала. Еще не видя его, я про него думала. Пока вас не было, мы с Еленой Михайловной немножко пошутились, так по-девичьи. И вот дошли до момента, когда вы поженились. Ну, поженились, как бы пожили немножко в гражданском браке, проверяли наши чувства, наверное. Не даю, не обманываю. Не обманываю. Да. Потом уже, видимо, уже созрело все, как мы сейчас обвенчались тоже довольно поздно, да. И пришли к единому мнению, пошли в ЗАГС за рубль 50. Я купил самое это свидетельство. Вообще-то не за рубль 50. А сколько? 2,50? Там немножко больше было. Ну, это так говорится, да, такая сумма смешная. Вот. Посидели с родственниками, близкими, выпили шампанское, водочки. Пешком шли откуда-то, не помню. Нет, это мы сначала ходили. Начало потом ходили. машина, директор дал же. Ну. Да, директором дал. Вот. И все, это, в общем-то, здесь все было как в жизни. С этого дня, наверное, у нас все и вот и жили потом. А жили вы где? В начале Чебоксаров. Я актер музыкального театра нашего оперного, да. Она кукольный театр была, вначале актриса, потом ты административная должность там была. Ну, потом у нас Катька родилась, и мы поехали аж в Сибирь. Мне там квартиру обещали, город шахтеров, такой темный, черный город, Прокопьевск, Кемеровской области. Ну, правда, дали квартиру сразу. Мы прилетели, Катя у нас маленькая, еще 3 недели, по-моему, да? Прилетели с 2 детьми, и, говорит, там прибежала соседка, говорит: ой, боже, молодые приехали с одним чемоданчиком, двумя детьми, у них ничего нет, давайте их поможем. Тут же притащили кровати, матрасы, кушать приносят, едут все. Вот. Получили квартиру, начали делать сразу ремонт там. Это сталинский дом, такой, высокие потолки, еле доставали, там штукатурка наверху, все падало там. Ну, интересно было, конечно. Там еще что интересно было, да, вот запасное печное отопление было. Печку топили, натапливал, как в бане жарко было.
Это было очень Да. интересно. А уголек в Да. подвале сразу топором рубишь, уже уголь сам берешь. Город весь на углях стоял. Мы там, конечно, недолго мы жили, в общем-то, потом переехали в Ашхабад. Это город, конечно, экзотический Ашхабад, люди, Красиво. да. И, ну, Это в то время было очень много всего там по сравнению с другими вот городами Ну союзного да, значения. практически. Чистый, красивый. Он в степи находится, да, и столько много воды везде было, а рыбки везде, и рыбки плавают. Это было очень интересно. Огромные цветы. А цветов. Красочные. Вот мы думаем, откуда такие цветы? Яркие, краски в картинках, да? Вот где она, в природе. Потому что мы не видели в жизни вот у себя, здесь, в Чувашии, таких цветов. Нам было очень интересно. Я вот хочу сделать акцент на наших родственников. Мы сейчас, конечно, вдались в такие яркие, красивые, исторические такие памятные места, воспоминания. Давайте мы познакомимся с вашими близкими. И, возможно, они тоже что-то расскажут. Пока вы там города шахтеров покоряли, наверное, они здесь тоже как-то... Ну, давайте начнем. Давайте Вот познакомимся. Константин, Пужана, свояк. Вот это муж Беатрисы, младшей сестры Елена. Да. Люба, наша троюродная сестренка. Она вот рядом с Надей сидит, они сестра Андриановы, деда Андриана нашего. Ну, это Герман, великий покоритель, взял сразу так Надю, Надежду, и дом купил уже, все там, баню построил, я не знаю, что он там, и машину построил. А все вы живете здесь, на Польных Котелках, да? Я живу на Польных Котелках, они в А городе. Вы в Канаше? Ну, просто мы дом купили, как дачный домик здесь. Был ремонт, выходные. Такой Так, небольшой а вот дачный молодая домик. дама с ребеночком. Молодая дама – это наша, получается, то есть их Сноха. 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 Вот это дочки, самая внучка, вон там еще внучка. На протяжении вот вашей вот жизни, вот, ну пока вот на стадии вот молодости, кто-то из вас близко вот общались, как-то что-то, как-то вот Ну, связь держали? Дело в том, что связь мы постоянно держали, но они были настолько моложе меня, что я, в общем-то, когда уходил, приходил туда, дядя Коля, да, тетя Настя, они еще школьницы были. Ну Некоторые что-то, даже в наверное, школу не помните, ходили. Валерий Васильевич, Да, я вот очень хорошо помню, Вот когда какие маленькие моменты? были, я помню, вот у меня воспоминание осталось, у нас же кашу вместе ели, как мы, На Пасху. Да, на Пасху. И вот они к нам приходили, и мама нам все время говорила, а папа все время говорил, вот дядя Валера приедет. Вот, и они все время нам говорили, он артист у нас в Чебоксарах. Вот у меня вот этот момент остался. Детство очень маленький. И вот дядя Валера приезжал, что он привозил, интересно? Ну, я эти моменты, конечно, не помню, но приезжали, раньше же вот Пасху очень широко отмечали, не только один день, там несколько дней даже отмечали. Да, целую неделю. И вот этот очень момент нам очень запомнился. Я всегда вспоминаю с такой теплотой о рано ушедших моих дядях. Дядя Коля, дядя Петя, это были у меня самые любимые дядя. Вот. Я с ними работал, и печку ставили мы с дядей Петей, баню рубили с дядей Колей. Они здесь штукатурку делали дома все. Практически я не знаю, чего здесь они не делали. Давайте мы перейдем все-таки к вашим детям. У всех родителей, самый дорогой это дети, внуки, родители. Давайте поговорим о них. Расскажите. Ну, Лена, может, еще. Вот старший у нас Дима. Ему 35 исполнилось в этом году. Уже взрослый мальчишка. Молодой, Да. красивый, не женатый. Вы ему в его 35-летие сделали такой подарок. Обвенчались. Да, да. Он поздравил нас. Он поздравил, у нас все дети позвонили, он поздравили. Работает, работает в Москве. А по профессии он кто? Ну, по профессии он как раз архитектор вот, закончил. По дизайну. он, в По общем-то, дизайну, вот. да. Ну, сейчас оргтехникой занимается. Понятно. Дальше. Ну, потом у нас есть девочка, ей вот 32 года, закончила вот Чебоксарскую туризм-сервис. Вот. Мгм. В Москве вышла замуж.
ребенок теперь. Порадовала. Подарила нам внука. Год и 2 месяца нашему Егорке. Хорошо. Разбойник. Такой смышленый, шустрый, и глаза на месте не сидит. Это хорошо. Всегда каждый день что-то новое придумывает. Папа говорит, голубоглазенький, говорит, у нас в роду, говорит, никого нет. Я говорю, вот они, блин. Я говорю, наши. Ясно. Кенже у нас это наказывается. Кенже, Наказывается. Кенже. Кенже вот это. Да. Младшенький у нас Василий, это как раз в честь дедушки, 2 дедушек. У меня тоже дедушка Василий. Это его отец Василий, как-то он многократный Василий. Он в Екатеринбурге учится. Учится На переводчик, да, получить образование. То есть никто из ваших детей стезю, сферу искусств никто не выбрал, да? Было время, на старший играл, работал. Да, в потом, суде закончил да, театральный, потом не захотел. потом как-то вот Потому что под моими глазами, мамиными, Да, надо быть. это Ушел от нас да. просто. Но я надеюсь, вы не теряете надежды и будете ваших внуков, да, к этому внуков, внучек. Ну, это уже они сами как. Я, знаете, уже знаю, что не Тарасова фамилия, но очень близкая по крови, одна точно будет народной артисткой. У нас сегодня приглашали, не пришли Да. почему-то. Вот Это Аида Иванова. Это она столько уже имеет этих грамот разных от Веры Кузьминой. 3 до- грамоты только от Веры Кузьминой. Чуть ли не от Игнатьева Да. самого. Вот. Это очень. Но и вы не менее, наверное, грамот имеете. Вот расскажите, какие регалии. Мы знаем, что вы являетесь в Совете матерей, да? Да. Председателем Совета Есть матерей. грамоты много, такие А, много. да, и у вас множество регалий. Вот, ну, расскажите про это, ну, похвалитесь. Сейчас вот хочется послушать. Можно я скажу про жену, да? Да, давайте. Я действительно могу гордиться женой. Она выросла до большого общественно-политического деятеля, потому что, я так считаю, мы идеологией служим в Казахстане. Идеология именно, если говорить про форму российскую, про содержание чувашское, у нас Чувашский национальный культурный центр. И мы там много вкладываем сил именно в воспитание детей, обучение детей, привлечение взрослых нашей жизни чувашской, которые культурной, языковой, все. Там ведь и взрослые не владеют языком чувашским. Ну, нам достается. Это, слава богу, у меня Митька Славка есть, да? Он в нашем центре руководитель музыкальный на баяне. А нам приходится отдуваться за всех и петь, и плясать, и ставить фильмы. Вот в прошлом году какой фильм поставили? Да, в гостях у Шамарака у нас запись есть. Нет, это есть. Я говорю, Фильм, да. это мы поставили как рождение Рождение ребенка, как ребенка. домой. Да, как домой приводят чуваши. Чагатпучлач, Ну, да? традиция, да, традиция. Вот это мы делали в прошлом году, тоже поставили сами. У меня девочки казашки вот чисто вот на чувашском без акцента поют песни. Стихи рассказывают, песни. Вот. И всё Им это дается ваша легко, заслуга. потому что русские, они как-то не очень там вот. Казахские девочки, они вот А превосходно. у тебя же есть запись. Ну, тоже? может быть, Записи они, есть, может быть, ага. потому что как-то, наверное, диалект, что ли, можно сказать, Диалект, немножко тюркоязычные схож, слова. да. Я им даже вот на примере показываю, вот говорю, вспомните свой язык и подобное. Я всегда вот на анализе, на сравнении показываю им еще. Там такой есть психологический момент. Дети казахов, они очень послушные родители. Что сказали родители, они делают, очень уважают старших. Мне вот это Здесь нравится. там едешь, стоишь ты, старик, там женщина беременная, никто тебе не уступает место. А там сразу скакивают, тебе место уступают. Вот такие дети. Там это Казахстан. очень Я развито. немножко, конечно, наверное, стану на защиту, потому что вот я сколько езжу, даже вот в нашем транспорте, в городском, уступаю, зря говорите. Я Именно в уступаю. Чебоксарах И вот смотрел. молодые люди, и девушки уступают, конечно. У нас уступают. Не знаю, Да. как в Чебоксарах, может, в Чебоксарах там город побольше, может, там нравы, может, маленько другие, Нет, но нет. в нашем маленьком городе уступают. Вначале тоже было так, не уступали, да? Но потом просто начали воспитывать детей
начиная сам со школы, и кондуктора, и везде самые таблички. Да, у нас вот представитель как раз образования здесь рядом с нами. Она, как никто другая, может рассказать, что действительно сейчас вот патриотическая такая любовь к родине, к да, на это много. Ну, культура Все маловато, конечно, самое на транспорте, это сравнительно. Елена Михайловна очень много делала и делает, даже отсутствие меня сейчас в театре, потому что вся информационная политика у нее в руках все находится, как нити к ней идут все. И она мне очень сильно помогает в моей работе, драматургии, все печатает и корректирует, все. Спасибо огромное ей, естественно, за все это доброту. Но я тоже в долгу не остаюсь. Она приходит с работы, я уже приготовил. Да. Она только садится. Я кушает. прихожу, когда он дома, я ничего не делаю. Но теперь пришло время Елене Михайловне слово взять, рассказать о любимом супруге. Я, конечно, ему всегда во всем помогала. И со столами, и с текстами, потому что помимо того же, помимо работы, он очень большую общественную работу есть. И как депутат, и как член ЮНЕСКО по делам... ЮНЕСКО и СЕСКО. И СЕСКО, да, вот так вот. И как раз партию руководил. У него партия была. 17 лет. 17 лет председатель партии. Это, наверное, был, да. кусочек от папы. Партии была. Это все общественная работа. Не считая там других, там и ассамблеи, там постоянно в Алмату летал, министерство, потому что раньше все там находилось. Это потом в основном, когда уже перестал ездить. И, естественно, вот любая печатная продукция, то, что набирает, это все я набирала. Водитель приезжает, тебе срочно набрать, я думаю, ему работу делала. Даже вот не работая, я ему делала. Выполняла какие-то Но это хорошо, да. вам он доверял на 100%, Этим как никому да, другому. доверял. Понимал, что никогда не подведете, всегда поможете во всем и везде. Это очень здорово. Очень Немногие сейчас вот в наше время, даже вот молодые, могут вот похвалиться, что они чем-то хотя бы друг другу помогают. А так, живя вместе и на протяжении стольких лет, до сих пор быть как вот единое целое, это тяжело. Вы молодцы, что все это у вас вот прошло через всю жизнь и вместе. А с годами она укрепляется, только чувство как бы самое друг друга, да? Невидными нитями как-то, да, вот, невидимыми. связанное уже. Да. И даже в отсутствии друг друга там так приходится, сейчас я то здесь пропадаю, то потом поеду отдыхать куда, а она еще не свободный человек, она не на пенсии. Поэтому... А как же вот если... Мне еще довелось еще 3 года работать по казахстанским условиям, по закону казахстанским. А вот у нас пенсию повысили. Мы еще вообще неизвестно, когда на пенсию выйдем. Тоже было 58. Ну, Да? да, когда до вас Прибавили дойдет, наверное, еще. 70 будет точно. Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан. Это вот как народный профессор. Имеет очень много медалей. Есть медаль Пушкина Российской Федерации 200-летия. А вот я наслышана. Да, да. это Вот, я да, единственный в Казахстане человек получил Да. его, эту медаль. В свое время. Потому что Это его потом всего уже пошли, 200 да. медалей Так на весь мир. К 200-летию Пушкина. На весь Есть мир. Да. сертификат у него от государства Америки за спектакль. На гастроли ездили везде. Это действительно в наше время очень актуально. Вот молодые девочки, да, вот, которые уезжают за границу, они теряются. Это вот сидят девочки, плачут, которые смотрят, потому что это все настолько показывает Да. верно. Вот нужны такие они. Правду всё-таки. жизни, Да, да, правду жизни. раскрывают. А у Да. меня уже почти такая тема готова на чувашскую тему. Почти. Вот уже Значит, в оно скором есть. времени Вот он, мы ее Да. где-то увидим. я немножко Воплотим приоткрою, жизнь. как анонсный, да, он пьесу писал, да, вот тетя Вера, да, как-то мы все таскали, вот так ближе я узнала. Ну, когда крестили, я как-то вот ее первый раз увидела, и то, что там написано, вот, как человек всю жизнь вот так вот, да, он потерялся, когда во время войны, похоронка несколько раз пришла, да, она вот всю жизнь прожила, ушла в монашки, да, вот, не потеряла девственность, это вот.
И она вот себя вот отдала Богу, да, вот служение Богу, сохранила себя. И всегда всю жизнь ставила свечку за живого. Я говорю, я не верю, что вот он где-то там, а он среди живых. И вот когда его привезли, да, вот как-то вот она вот достойно его проводила. Последний путь, вот последние моменты жизни, я была рядом. Это вот дорого стоит, чтобы так вот были верные. Ведь это вот все такие моменты, все такие пьесы, они же ведь со скрытой такой какой-то толикой, что ли, чтобы мы, нынешняя молодежь, я говорю о себе и рядом сидящих, помнили об этом, насколько это важно, насколько это нужно в отношениях и никогда не забывали. Да. Ну, я думаю, что это очень правильно. Особенно сейчас остро я посмотрел, обстоит дело плохо. Обстоит дело у нас с языком, с молодежью, маленькими детьми. 3-4 года тому назад еще в деревне по-русски не разговаривали маленькие дети. Да, Сейчас они все на русском говорят, на чувашском не отвечают. Я говорю на чувашском, не отвечают на чувашском. Вам вот это особо, наверное, ощутимо, да? Конечно. Это здесь, которые живут, мы как-то вот немножко обрастаем вот тем, что там полурусский язык, получувашский, мы как-то мешаем, да? А вот когда вы приехали оттуда и хотите услышать, чтобы с вами разговаривали на истинно чувашском языке, а вы смешанный диалект, да, это, наверное, режет слух. Это не только режет слух, это надо думать о будущем поколении, о культуре нашей чувашской. Ну, сейчас как-то Языка, сохранение языка, сейчас правительство над этим чистоты работает. языка, чистоты. Уже вводятся какие-то вот такие эти. Вот, это очень, мне кажется, сегодня это очень Актуально. проблема большая, актуальная. Я тоже вот приезжаю на чувашский, отвечаю, говорю, ты знаешь чувашский? Ты не забыла, я как могу забыть? Это же родной Я язык. росла, выросла, я тем более преподаватель чувашского языка. Я там, наоборот, его пропагандирую, изучаем его, да, у меня знают другие национальности на моем языке, да, вот как-то вот оно. Но, к сожалению, немножко, наши да. дети тоже не разговаривают на чувашском. Ну, понимать Как мы не понимают, понимать, понимают, как не пытались, очень сложно вот это той обстановкой, где кругом русская культура, русская речь, привить язык свой чувашский. Но когда у нас здесь теряется, это, конечно, тоже очень проблематично. Да. Так, ну что, и перейдем, наверное, к тому вопросу, который я задала. Давайте мы расскажем, как вот поговорим о духовном, как вот вы все-таки решили. Очень часто пары, делают это после свадьбы или до свадьбы, вот венчание, вот это обряд венчания, вот таинство венчания. Вот как вот, почему вот именно сейчас, а не раньше это? Это внутренне как-то надо идти, быть готовым, потому что мы как-то вот надо. Потом как-то вот. Ну, здесь, сейчас наверное, я, здесь. наверное, глубже могу сказать. После потери своих близких я начал очень много думать о духовности, что такое мы, что такое небо, что такое земля, что такое ад, да. Оно, хочешь не хочешь, приходит в голову. Потому что мы, как Достоевский говорил, экзистенциализм — это человек находится между небом и землей, то есть он висит нигде. Уже тогда говорил. Да, Достоевский. И вот это приходит уже с самым возрастом, наверное, что понятие такое, что в целом необходимо, конечно же, сохранить православную культуру. Коли мы православные, значит, прежде всего не просто там свечку купил, поставил, надо ходить, значит, и в церковь, да? Вот. Надо не только ходить в Да. церкви, надо знать молитвы, надо обращаться так к Богу. естественно, если пойдешь ты в церковь, ты будешь общаться уже. Вот. А венчание это одно из канонов православной церкви, когда связывает семья и общество, да, связанное одной верой, одной идеей, да, вот. Оно же, конечно, приходит не просто так сверху, вот как раз упал на голову, да, как гриб не вырос, да. Оно приходит вот так уже со временем. Мне это, считаю, я давно надо было делать при матери, при живой, при тете Вере, при живой, да. Я не смог этого сделать. Я не смог дома отремонтировать матери, когда надо было, когда она жива была, да, потому что
вечно 2-3 работы, вечно отпуск, 10 дней. И так живут так многие. Вот Задумайтесь, надо делать все вовремя. Не оставляйте это все на потом. Вот именно, это прямо изречение Всего такое должно времени, быть. да. На то, что можно сделать сегодня, нельзя оставлять на завтра. Нужно, необходимо, даже пускай тяжело, трудно будет, надо его сегодня сделать. Воистину счастлив человек, угадавший свое предназначение в жизни и отдающий всего себя любимому делу. Об этом говорят множественные государственные награды и знаки отличия, которые заслужил за свою 44-летнюю театральную карьеру Валерий Тарасов. Но у чувашского мальчика из многодетной семьи было непростое детство. Учеба в ПТУ по специальности столяр-краснодеревщик, работа в Ленинграде в комсомольской молодежной бригаде и служба в армии. Это портрет моего брата. Это старый морской волк. Он 5,5 лет служил в армии, значит, на подводном корабле. А потом решил все отдать морю, служение к морю, да. И он сам поступил в академию, высшую военную академию морскую имени Макарова в Ленинграде. Его закончил. И вот до пенсии он все плавал и плавал. Мы его видели полгода раз только. Все понятно. Да. Но они же на полгода выходят. Да. Иногда и 9 месяцев. Вот в Арктике он был целых 1,5 года. А вот на этой фотографии, расскажите, пожалуйста, наверное, тоже ваш брат, да? Да, это, к сожалению, большая трагедия для нас. Буквально 50 дней тому назад он преждевременно скончался. Вот это брат Юрий. Это он. Но если учитывать, что вы нам показываете фотографии, Да. где он молодой, значит, более старшей нет фотографии, да? Более старший где-то есть, но сегодня здесь его нет, но потому что он Молодой ушел в 96-м году. Я почему называю это перестрелочные годы? Он работал, то есть он закончил художественную академию Репинскую в Ленинграде. И он был монументалистом, художником. Практически он мало рисовал портретов. Это тоже его фотография, да? Это вот совсем юный, он здесь рисует, школьник еще. Вот я нашел его. Вот. У него много осталось памятников по Чувашии. Даже вот в Туруново проезжали, там скорбящая женщина с солдатом стоит. Это вот он еще до армии это сделал. Немножко авантюрист, конечно, был. Очень, наверное, талантливый был. А вот здесь кто улыбается нам с картины? Это? Да. Это господин я молодости. Вот я так и подумала. Это какие годы? Ой, это, по-моему, 70-й год. Но снято так, как будто с театральных подмостков. Так я же актером был уже кукольного Уже театра на тот момент, нашего конечно. чувашского, да. Младшего брата моего свадьба. Вот он стоит, красавчик, с красавицей женой. Вот. И все, я больше не нашел фотографию у него дома. Много было? Нет, опять. У него тоже трагическая судьба. Его в 2001 году убили. Его свадьба. Вот он стоит, красавчик, с красавицей женой. Вот. И все, я больше не нашел фотографии у него дома. Много было? Нет, опять. У него тоже трагическая судьба. Его в 2001 году убили. Это уже убили? Да, он занимался газификацией. Вот это он. А тут и не скажешь, что в скором будущем такое произойдет. Да. У него ничего, 3 детей. Девочки хорошие. Одна за границей. Но вы, наверное, дружно живете? Конечно, в конечно, да. И вторая в Санкт-Петербурге замужем тоже. Младший сыночек Чебоксаров вот тоже заканчивает университет. Это вот 3 брата, про которых я сказал. 4-й я, значит, а младшей сестре. На пенсии. Она коллега ваша. Она в радио Новочебоксарской диктором проработала, журналистом. Сейчас на пенсии. Хотела сегодня приехать, что-то ее нет.
Ну, возможно, еще успеет приехать. Может быть, да. Подтянется. Да. Отдавший большую часть своей жизни развитию и пропаганде русской театральной школы в Казахстане, Валерий Тарасов не оторвался и от своих чувашских корней. Он стоял у истоков организации общественного объединения «Чувашский этнокультурный центр». Его супруга Елена Михайловна, будучи филологом, начала свой актерский путь с 1978 года в Театре кукол. В 2004 году в Акмолинском областном русском театре драмы города Кокшетау. С 2013 года Тарасова Елена является членом Чувашского этнокультурного центра. Она занята на всех мероприятиях республиканского и областного масштаба. Вот уже 3 года она член Совета матерей Акмолинской области. В задушевной беседе мы говорили обо всем, и о духовном, и о насущном, и, как вы смогли убедиться, им в этой жизни ничего не чуждо. Они обыкновенные люди, но с большой, яркой, творческой и политической биографией. И, дорогие телезрители, я надеюсь, что вы для себя взяли многое из рассказа Валерия Васильевича и Елены Михайловны. И дай вам Бог, чтобы вы прожили такую же счастливую, интересную, разнообразную жизнь, будучи всегда рядом. До свидания, до следующих встреч.